Прежде всего, всех, дорогие коллеги, мне приятно вас встречать здесь у нас в Новоорловске. Мы любим гостей. Вот. А мне тем более приятно быть в основном впервые здесь у нас первый раз. Вот. И с удовольствием вам расскажу и о нашем музее, и о нашем поселке, и что, и как, и история, и почему сюда люди пришли, и зачем, и кто их сюда привел. И давайте мы начнем вот этого стенда. Вот так вот, туда можете встать. Вот с этого стенда начнем. Почему? Потому что здесь вот представлен камень, вот видишь, камень вот этот черный, это те камни, из-за которых сюда люди пришли. А открыли месторождение геологи Бабловская Тамара Наумовна и Коцких Федор Степанович. Это случилось 15 сентября 1959 года. Они пошли по разным маршрутам и оба подтвердили обнаружили проявление вокзала. Но это было, как так сказать, финишной точкой в открытии этого месторождения. А вообще проявление вольфрама в наших местах обнаружили еще в 1867 году при государе-императоре Александре II. По его указу проводилось картографирование всей Российской империи. Карта Российской империи. И в группах картографов работали и геологи. В наших краях работал геолог Озерский. Объясните уже свою лабораторную школу, кому-то еще пригодится. Теперь я хочу с вами поделиться еще одним своей наработкой. Такой большой наработкой, которая потребовала много времени, много усилий. Вот. Вот как я оформила информацию о участниках войны. Вот пример. Участник войны, любой, не важно. Я пишу фамилию, короткую фотографию. Здесь сверху боевые награды. То, что человек заслужил на фронтах. Внизу юбилейные награды. Послевоенные. Да, вот это вот то, что он получил уже в послевоенные годы. И, да, конечно, пожалуйста. И понятно, что информация о каждом человеке есть. О каждом. Вот, пожалуйста, можете посмотреть, да? Я вам сейчас вот раздам, пожалуйста, посмотрите. Вот о каждом. Наверху награды боевые, внизу там награды, которые он юбилейные вот, получил за все годы. Трудовые. Да, трудовые все, да. Да, послевоенные награды. Вот, пожалуйста. И еще какая вот эта вот толстенная папка, это тоже об участниках войны. Это я вам не дарю, это только посмотрите. Да, сфотографировать. Так, сейчас я открою. Я работала очень много. О нем можно получить информацию. Ну, допустим, возьмем Остапенко Владимира Федоровича. Ну, по-моему, есть тут. Да. Вот там я находила приказы, военные приказы о награждении. Военные приказы. И вот по этим приказам там можно описание подвига. Не на всех.
спасибо за ваше приглашение. И здесь приехали наши музейные работники с 3 районов нашего округа и с городского округа поселок Одинское. Поэтому всех приветствуем на земле поселка Навруз и желаем успешной работы нашей научно-практической конференции. Акция разбудила самые глубины гражданского сознания, так как нет в России семьи такой, где бы памятен был свой герой. И историко-краеведческого музея имени Бататалая Чирова сельского поселения Цуктаханьел. На базе историко-краеведческого музея имени Бататалая Чирова работает историко-краеведческий клуб «Жамхара». Под воздействием этого тоже, начинаем с 10, взрослому добавляем до 20, и потом как раз надо минимум. Да, для того, чтобы пройти на местного самоуправления направленных на благоустройство и эстетическое оформление парка. Оформление книги и так далее. У него более 20 книг выпущено. В августе месяце у нас по плану. Так, музей природы будем дружить. Характерно для всех сел нашего округа. Становление это
Интереснейший доклад. В этом советский период и годы войны, послевоенного. Да, доработайте. Учреждение культуры Одесского национального музея имени Нуржата Цыбекова награждается учитель Наталья Ивановна за активное участие в подготовке проведения научно-практической конференции «Средоточие чтения 2017», 7 июня 2017 года. Поздравляю! И кроме этого вам вручаю. Хотел бы добавить, Наталья Ивановна, спасибо за организацию прекрасной экскурсии. Вы многие из нас впервые